Читаем парламентскую газету от 6 июля 2017 года под номером 25. Статья «Число детей в приемных семьях могут ограничить». В Совете Федерации сенаторы, общественники и силовики обсудили способы защиты прав и интересов несовершеннолетних в приемных семьях. Итоги встречи, как полагают ее участники, лягут в основу будущих законопроектов. Сегодня в стране явный крен в сторону поддержки приемной семьи в ущерб кровной. Родителям, у которых по каким-то причинам опека изъяла детей, дается ровно месяц, чтобы решить свои проблемы. Если они не успевают, запускается механизм по подбору ребенку новой семьи. В условиях жесткой конкуренции родные мамы и папы, особенно те из них, кто попал в трудную жизненную ситуацию, не всегда выигрывают борьбу за своих чад. Нередко по решению органов опеки последние отправляются в новую семью. За каждым усыновленным или взятым под опеку несовершеннолетним следует немалые, особенно по региональным меркам, выплаты от 10 до нескольких сотен тысяч рублей в месяц в зависимости от возможностей конкретного субъекта. Итогом такой политики, когда деньги и льготы на приемных родителей льются как из рога изобилия, а контроль отсутствует, стали вопиющие преступления в приемных семьях. Вот лишь несколько примеров, приведенных старшим помощником главы Следственного комитета Российской Федерации Игорем Комиссаровым. Многодетный отец из Хабаровска на протяжении нескольких лет насиловал 3 девочек-подростков, взятых им под опеку. Преступное действие он совершал в квартире, арендованной на опекунские выплаты. Многие семьи принимают решение взять ребенка под опеку именно под влиянием материального фактора. В Магадане приемные родители едва не заморили своего подопечного голодом. В 10 лет ребенок весил 11 килограммов. Сейчас мальчик находится в реанимации. В Волгограде приемные родители убили ребенка, а опека еще долго продолжала писать отчеты о том, как хорошо живется малышу в новой семье. В ведомстве резкое увеличение количества приемных семей связывают с ростом опекунских пособий. Многие семьи принимают решение взять ребенка под опеку именно под влиянием материального фактора, говорит Комиссаров. Всего, по данным Следственного комитета, в 2016 году более 11 тысяч детей стали жертвами противоправных действий взрослых. 1700 несовершеннолетних пострадали от сексуальных домогательств своих родителей или замещающих их лиц. Эта статистика, по мнению Комиссарова, требует реальных дел. Альтернативы семье для сироты не существует, но это должна быть настоящая, а не формальная семья, озвучил мнение ведомства старший помощник главы Следственного комитета. Ведомство требует узаконить тщательную проверку не только опекунов, но и всех членов замещающей семьи, включая и тех, кто проживает на жилплощади временно. Очень часто противоправные действия в отношении несовершеннолетних совершают не сами опекуны, а их родственники или сожители, уточнил Комиссаров. Таких преступлений было бы меньше, если бы детей-сирот брали под опеку их ближайшие родственники. Уверена член Общественной палаты Российской Федерации, директор фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Но сегодня, согласно закону, старенькая бабушка по закону не имеет никаких преимуществ перед приемными родителями. Елена Альшанская предлагает законодательство закрепить при отборе приемных родителей приоритет именно за родственниками. И если доход у семьи низкий, но она справляется со своими обязанностями, оказать таким опекунам материальную поддержку. По итогам заседания каждое ведомство приготовит свои предложения по решению обозначенных на круглом столе проблем. Статью подготовила Светлана Заверняева. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.